Но кто и почему записал имя ингуша на Асом-Тавруле? И каким образом грузинское письмо появилось в Ингушских горах? И у нас это часто мы их находим. Находим на склепах, на башнях и на предметах быстро. На мисках находим, на кувшинах находим. Один из таких именных ингушских предметов хранится по сей день и в Тбилиси. Есть у нас музей искусств Грузии маленький кувшинчик. И вот на этом кувшинчике тоже есть надпись, выцарапана надпись из 4 букв. Читается «Акой». Это тоже из Ингушетии. Акой или акуй можно трактовать как фамилию или собирательное слово. Как мы знаем, допустим, коазой. И в любом случае это собственное имя или фамильное собирательное имя. В любом случае это ингушское. Вот этот самый кувшин, это не выдающееся такое произведение искусства, которое относится или к церковной утвари и так далее. Это обычный кувшинчик, который был распространен, которым пользовались простые люди. А на ней надпись, на кувшине надпись. Значит, письменность была распространена довольно широко. Но почему именно Асом-Тавруле? Распространение грузинской письменности в Ингушетии свидетельство ранних культурных политических связей между двумя родственными народами, ингушами и грузинами. Ингушско-грузинские отношения начинаются испокон веков. Кратко скажу, что это не новость. Потому что каждый ингуш, так же как и каждый грузин, знает, что первый царь, объединяющий грузинского государства, Парнаваз, был женат на ингушке из Дурдзукетии. Когда его внука свергли, Суармага, он пришел сюда, попросил войско в Ингуши, они пришли, опять посадили его царствовать. Неоднократно ингуши спасали грузин тоже от нашествия. И взаимно было такое. После него при царе Саурмаг, при царице Тамаре и Лаша Георгий эти отношения становились все более и более тесными. Все это прослеживается не только в грузинском фольклоре, но и в ингушском. Например, как в известном предании об Арахой-Кантии и Яркалпачихе, грузинском царе Иракле Патарашвили, в котором они подписывают мирный договор у храма Тхаба-Ярды, изложенный на Асом-Тавруле. И он говорит: «Сундикхоу, хундикхоу, гуржи иоазл». Или он говорит: я хорошо знаю, и ты хорошо знаешь грузинскую письменность. Самое главное, они писали грузинскими графемами. То есть буквы были грузинские, но писали по-ингушски. Итак, Кавказ обогатился еще одним древним письменным народом. У ингушей было свое собственное письмо и, надеюсь, и литература, которая будет найдена.